Уважаемые участники конференции, я искренне рад вас всех приветствовать на сегодняшнем нашем мероприятии. Здесь присутствуют и духовенство республики, и депутаты парламента, и общественные деятели, и простые граждане, которых мы пригласили с населенных пунктов. Круг вопросов мы сегодня обсуждаем, планируем обсудить. Это важные для нашего общества проблемы и вопросы. Совсем недавно на таком же совещании мы с вами решали вопрос, чтобы противодействовать тем, кто похищает девушек, которые были засватаны. И тогда звучали критические вещи. И после этого сегодня мы понимаем, что вот тогда надо было все запретить. Но опять же, со временем мы приходим к тому, и сегодня пришли все-таки к тому шагу, что вообще такое понятие, как похищение девушки, и как мы себе придумали, вообще-то по статье, по закону, это похищение человека, за которое надо в уголовном плане судить и наказывать. Но мы придумали себе новую версию, как обойти закон, умыкание невесты. Но опять же, мы все верующие люди, и если это грех, это обозначено как грех, и ни один имам, священнослужитель не может этого отрицать. Это крайне странно, при том, что 90% населения республики, исповедующие ислам, совершают грешные вещи, женятся грешно. Это главный постулат, и я уже вчера и позавчера консультируюсь по этим вопросам, говорил об этом. Все остальное, это шелуха, это вообще не нужно обсуждать. У нас главный вопрос. Это грех. Значит, никто не должен в этом деле быть замешан. Кто украл девушку, он совершил грех. Кто пошел просить перемирия, он совершает грех. Священнослужитель, который пошел закреплять в плане религии этот брак, если родители не согласились, это грех. Никто не может это отрицать. Так, нет? Потом, зачем мы должны тогда вообще... И главное, вот посмотрите, мы все сидим, и мы сегодня обсуждаем вопросы, не иноземцы, которые приходят, похищают наших девушек, обсуждаем вопросы, как остановить своих детей, чтобы они не похищали. Поверьте, мы все были молодыми, потому что сидящие в зале, мы все не делали все, что говорят родители. Где-то совершали ошибки. И здесь можно говорить, конечно, вот если отец нормален, то сын не будет так поступать. Это мы все говорим, почему? Потому что стали взрослые. Стали взрослые. Будут совершать. И отец хороший, мать хорошая, ты хорошая. Но все равно попадается парень, который совершает это все. И много это происходит. Не то, что парень сам плохой, а то, что вокруг друзья, так мы называемые сообщники плохие, которые не удерживают. То, что сейчас Муфтий сказал, это не все еще сказано. А ведь есть более страшные вещи. За стаканом водки спорят, украдешь, не украдешь, потом крадут. В карты играют, спорят, украдешь, не украдешь, крадут. Это страшное явление. И сегодня для нас фактически исторический момент для республики. Мы вложили себе в голову, во все времена так было. Мы придумаем причины, что вот он бедный, поэтому он должен украсть. Ну хорошо, он бедный, он девушку украл, женился. Он бедный, пошел в банк ограбил. Он может же так делать, когда мы разрешаем ему банк ограбить, он же бедный. Он бедный, подошел тот, кто богатый, по голове его стукнул, еще что-то забрал у него. То есть мы позволяем дальше всем бедным воровать. А может этот бедный поработает чуть-чуть на стройке, заработает, чтобы жениться. Он же этого не хочет делать. Но при этом у этого бедного самый крутой телефон в кармане, по которому он с этой девушкой договаривается, крутая машина, на которой украсть эту девушку. Откуда у него это все, у этого бедного? Все это отговорки. Если он хочет жениться, если парень здоровый, поверьте, сегодня в республике, и все, кто на стройках работает, понимают это, и все, кто работает на полях, понимают это.
был бедным, я вам еще раз скажу. Вот проверьте, если мы сейчас проверим, как минимум 50% огорода не спахано. Он вообще не работает бедный. Но у него уже мозги созрели для того, чтобы девушку класть и жениться. И мы потакаем, говорят, что вот он бедный. Потом снижаем, все снижаем, а ему все мало. Теперь уже мы еще выйдем на то, что вот он бедный, значит, отец девушки должен ему купить дом, машину, все купить, еще девушку свою, дочку отдать замуж. Почему? Потому что он бедный. Это одна тема. И вторая тема, даже более важная. Он живет неправильно, этот молодой человек. Он живет неправильно. И он знает, что отец этой девушки, родители, не согласятся выдать за него девушку. Почему? Потому что он себя так показал. Любой отец хочет, чтобы дочка попала в хорошие руки. Так или нет? Это же нормальное явление. Но если он 18, 19, 20 лет живет бестолково, почему отец должен свою дочку отдавать за него замуж? Почему он должен свои родственные связи с ним связывать? Отец же думает о том, как дочка и как ее дети будут расти. И мы здесь тоже идем на поводу. Если мы сейчас это все искореним, каждый парень будет думать не только о себе, но еще будет думать о будущих родственниках. И будет себя вести хотя бы правильно, так, чтобы любой человек, даже если он бедный, поверьте, если он хороший человек, сегодня любой отец рад отдать девушку замуж. Это большое счастье для семьи. И отдадут замуж, и все будет нормально. Мы приняли ряд вопросов после той конференции, на той конференции, и минимизировали угрозу хотя бы похищения засватанных девушек. Но сегодня мы должны окончательно решить этот вопрос в республике. Что это грех, что это противозаконно. Да, мне как руководителю субъекта, как власти, сложно. Почему? Потому что нет заявления, нет состава преступления. Вот мы сейчас пришли к этому тогда, когда случилась трагедия между Евлоевым и Аушевым. Случилась трагедия. 3 человека убиты на ровном месте. Мы еще, вот то, что сейчас Исаак Хаджи говорил, крайне недостойные вещи. Она сама вышла замуж. Ну слушайте, ну как это так? Она позвонила, парень пошел. Он оборвал. Он оборвал, все говорит, ну что ты сам? Вот она позвонила, он пошел. Буквально 3 дня назад, я сейчас провожу разбирательство, мне ни глава района, ни глава села не доложил о Чулыке и Малгобецкий район. Вот мы сейчас сегодня Совет Безопасности поставил задачу разобраться. 2 группировки поехали похищать. Девушка выходит с учебного заведения, ее закидывают в машину, эта машина едет, 2-я группировка едет отбивать эту девушку. 4-5 машин между собой бьются, это на глазах у всех людей, все это видят. Ну как, ну что вообще, правильно это или нет? Поэтому поверьте, у этих ребят родители образованные, уважаемые. Ну как, и вот там тоже могло бы быть сейчас до перестрелки, до убийства. И позорить весь народ, всю республику. Это вот назрело сегодня, необходимо сегодня прекратить. Я понимаю штрафы, можно там и 1 000 000 рублей, можно и 300, 200 тысяч. Но для меня, как верующего человека, первый грех. Мы говорим сегодня, водку пить грех, там, и водку продавать грех, водку наливать грех. То есть, что пьет человек, что ты не пьешь, но ты ему наливаешь. Одинаковая ответственность. Поэтому нельзя сегодня идти на поводу. Да, мы понимаем, что если отцу вернули девушку, он вправе решить вопрос, что с ней дальше делать. Выйдет замуж, за того же парня не выйдет. Да, это мы понимаем. Мы должны жестко поставить рамки в этом вопросе. Надо нам максимально признать, что это коснется любого из нас, может коснуться. Мы не должны думать, что это где-то вот случилось. И смерть вот этих людей 3 – это сигнал
нам сигнал, что надо что-то сделать, чтобы этого не было. Надо что-то делать, чтобы этого не было. Конечно, если бы было заявление от родителей, я бы сделал все, чтобы посадить этих людей, которые похищают, как за похищение человека по статье. Но нет заявлений, мы не можем, ни судья, ни прокурор, мы сейчас разрабатываем ряд механизмов, и парламенту такая задача поставлена, и с прокуратурой вчера поговаривали, как лучше сделать, как наказать. Но довольно сильная проблема. Почему? Потому что нет заявления ни от девушки, ни от родителей девушки. И поэтому очень сложно доказать какое-то преступление в этом вопросе. Конечно, мы опять же говорим, что многие бед можно было бы избежать. Но если мы будем сидеть, ничего не делать, мы их не избежим. Сегодня главным таким фактором, чтобы запретить это явление, я считаю, должна быть такая мощная профилактика. Мы, конечно, задача стоит и молодежному комитету, и спортивным организациям, и в школах на религиозных уроках, это постоянно будут об этом говорить, и в университетах, где, то есть мы найдем тот контингент молодежи и с ним будем проводить. И теми, кто учится, кто не учится, будем их собирать, будем разговаривать, будем общаться, будем обязаны говорить, что этого делать нельзя. Сегодня одинаковое наказание заслуживает и жених, так называемый в кавычках, и его сообщники, которые рядом с ним это все творят. Поэтому нам надо очень серьезно проработать эти вопросы, иначе мы далеко можем пойти. Особо здесь надо подчеркнуть священнослужителей, которые иногда допускают так, что имам сказал не пойдет, тот сказал не пойдет, все равно находится один, который якобы учился где-то, изучил азбуку Корана, и он имеет право пойти узаконить в религиозном плане брака. И многие на это ведутся. И многие родственники к этому, зная, что это неправильно, все равно идут, минуя имама, села, и считают, что брак узаконили. Я вам не буду сейчас статистику приводить, сколько у нас там различных заболеваемостей, сколько у нас разводов именно в среде похищенных девушек, а больше там разводов. Почему? Потому что парень совершенно не знает эту девушку. Как я уже говорил, на споре, на каких-то вещах там договорились, вот такие вещи происходят. Ну, не говоря же про конфликтные ситуации, которые происходят. Мы будем принимать это решение. Но, опять же, мы должны понимать одну вещь. Мы должны быть едины в этом вопросе. Есть власть, которой кто-то в том, что сидящий в зале, недоволен. Есть священнослужитель, муфти или имам, которому тоже кто-то может быть недоволен. Есть глава села, которым что-то кто-то недоволен. Все бывает в жизни. Но вот это сегодняшнее, как я говорил в прошлой конференции, это единое. Почему? Потому что это касается и довольных, и недовольных. И может коснуться любого из нас. Нам нельзя быть слабыми в этих решениях. И если мы приняли вот это решение, все как один должны поддержать такое решение, которое мы приняли по первому вопросу и по второму вопросу. Это очень важная тема. И только в этом случае мы победим это зло, это грешное дело. Только в этом случае. И, конечно, нам надо порицать и осуждать тех, кто пойдет против воли народа, против воли сегодняшнего решения. Самым жесточайшим образом. В плане необщения с ним, игнорирования его полностью. Если мы один-два раза это сделаем, я вам скажу по прошлой конференции, я же не буду там фамилии называть, но это факт. Когда по похищенной девушке был разговор, и пришел человек, начал там просить там, и ему говорят, да ты что, там же конференция была, а там кучка людей собралась, что это там слушать? Вот человек пошел
просить перемирия, когда отец девушки говорит, для него вот это все кучка людей. Не народ республики, не уважаемые люди. Почему? Потому что он свой шкурный интерес этим прикрывает. Свой личный шкурный интерес. Здесь самое жесткое обсуждение должно быть этого вопроса. Я прошу это понимать. Иначе то, что мы говорим, оно все потом на каком-то направлении, как цепочка. Где-то звено выпало, и цепочка распалась. Что-то уходит никуда. Прошу это всех понимать. Я знаю, что мы все мудрые люди, в зале сидят очень уважаемые мудрые люди. Я прошу это понимать всех. Это наша острая беда, это грех, и с этим грехом надо кончать в республике. Окончательно. И сегодня надо принять решение, чтобы к этому больше никто не возвращался, к чужой девушке никто больше не прикасался, и все, чтобы было обоюдно, по любви и с уважением как к той части родственников будущих, так и к этой части. Только так можно наладить хорошее здоровое общество, только так появится хорошее здоровое поколение, только так мы минимизируем разводы и различные страшные болезни, которые возникают. И только так мы наведем порядок в нашем обществе. Да, просто Бог говорит, это верхний белый картошин, я рядом с